Парламентские выборы в Таджикистане практически всегда проходили в условиях перманентной борьбы нынешнего режима то с одной оппозиционной группой, то с другой. На первых парламентских выборах 1995 года в депутаты баллотировались в основном члены Компартии, а также командиры военизированного движения Народного фронта, которые являлись соратниками Эмомали Рахмона. Тогда на выборы не были допущены оппозиционные партии и движения, власти с ними воевали. Но несмотря на гражданскую войну, на выборах, по мнению наблюдателей, чувствовалась характерная интрига, да и потом в парламенте не утихали дискуссии между депутатами. Следующие выборы в 2000 году – это уже период поствоенного времени. На политическую сцену вышла партия Исламского возрождения. За этим не последовала какая-нибудь сенсация. На выборах ПИФТ с треском провалилась, получив лишь 2 кресла в парламенте. Такая же тенденция сохранилась и на последующих выборах 2005 и 2010 годов. А в 2015 году партия не смогла преодолеть 5% барьер и не попала в парламент. Примерно через полгода власти и вовсе запретили партию, обвинив ее руководство в попытке госпереворота. Параллельно с ослаблением оппозиции и размыванием ее мандата в парламенте Таджикистана укреплялась пропрезидентская партия, народно-демократическая. Начиная с 2000 года эта партия практически всегда занимала в парламенте больше половины мест, что давало ее лидеру Эмомали Рахмону право не считаться с голосами оппозиции. Это позволяло президенту протаскивать через подконтрольный парламент, несмотря на голоса оппозиционных депутатов, любые законы, соглашения и назначения. Но вместе с этим, по мнению экспертов, власти не забывали о необходимости придания парламенту хотя бы видимости инклюзивности. Для этого в стране были зарегистрированы несколько так называемых оппозиционных партий, которые в последующем заняли кресла реальных оппозиционных партий. Таковыми в стране называют аграрную партию, партию экономических реформ, социалистическую, а также подчиненную властям коммунистическую и демократическую партии. Критики называют все эти политические объединения карманными партиями власти. На текущих выборах на кресло в парламенте претендуют представители только этих партий. Единственная действующая внутри страны оппозиционная социал-демократическая партия после смерти ее основателя Рахматилло Зоирова не стала даже проводить предвыборный съезд и перестала даже контактировать с прессой. Предстоящие парламентские выборы и политическую ситуацию в Таджикистане обсудим с нашим гостем. К нам в эфир присоединяется экс-депутат парламента, бывший глава ныне запрещенной партии Исламского возрождения, а сейчас председатель оппозиционного национального альянса Таджикистана Мухиддин Кабири. Господин Кабири, здравствуйте. Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Первый вопрос касается скандального решения властей Таджикистана не допускать на выборы наблюдателей от ОБСЕ, а также независимых журналистов. Почему было принято такое решение? В Душанбе решили больше не имитировать демократические процессы, как вы думаете? Добрый день и спасибо, что пригласили. Очень хороший вопрос. Дело в том, что таджикские власти сейчас уже не нуждаются в имитации таких псевдодемократических выборов или псевдопарламента. Они считают, что сейчас как раз та ситуация, где можно действовать очень радикально, без боязни того, что кто-то будет осуждать или критиковать. Потому что сейчас мировая обстановка и региональная обстановка как раз этому соответствует. После прихода к власти в США господина Трампа, он в первые пару недель своего правления дал понять всем диктаторам по всему свету, что они могут делать все, что хотят. И сейчас Рахмон считает, что скоро конфликт Россия-Украина будет урегулирована, и ситуация в Афганистане уже довольно стабильная, хотя иногда он говорит о том, что оттуда есть угрозы, но тем не менее, вот самые главные, скажем, критики диктаторов Соединенных Штатов, Европы, международные организации, они остались без денег, без защиты, без поддержки. Поэтому Рахмон думает, что сейчас как раз надо действовать так, как ему хотелось все время. Вот агитация в Таджикистане почти не ведется, избиратели ничего по сути не знают ни о партиях, ни о кандидатах. Вообще, объясните, как среднестатистический избиратель выбирает, за кого голосовать, и влияет ли его голос вообще на результат выборов? Абсолютно не влияет, и люди настолько сейчас аполитизированы, что они даже не хотят участвовать, не знают, что происходит. Да и сама власть не считает лишний раз тратить деньги на
даже на псевдоагитацию, потому что они знают, что нет конкурентов. В свое время, например, наша партия всегда задавала тон, задавала темп и давали интригу этим выборам, потому что мы провели реальную предвыборную кампанию. Я сам знаю по опыту. И власти вынуждены были реагировать, действовать, что-то противопоставить. А сейчас нет в этой необходимости. Все политические партии, так называемые оппозиционные, это подручные партии, поэтому они распределяют кресла между кандидатами, депутатами, поэтому не считают лишний раз тратить свои партийные личные деньги на такие бесполезные предвыборные кампании. Господин Кабири, вот вы были в оппозиции, теперь ваша оппозиционная партия нет, она запрещена в Таджикистане. А я хочу спросить про правящую партию. Насколько партия Эмомали Рахмона сильна и предана ему в настоящее время? Ну, Народно-демократическая партия также сильна, как партия БАС при Башаре Асаде, как коммунистическая партия при Советском Союзе и любая другая политическая партия, которая создана лично для под конкретное лицо, под конкретную программу одного человека. Как только Рахмон уходит от власти, я думаю, что это зависит от глобальной региональной политики, а также от действия таджикского народа, эта партия просто исчезнет из политического поля Таджикистана. Ну вот сами вы заговорили о смене власти, или вернее о том, что Рахмон уйдет. Вот могут ли после этих выборов в Таджикистане произойти какие-то кардинальные изменения во власти? В последнее время, как мы знаем, очень много разговоров идет о транзите власти от Рахмона к его сыну Рустаму. И недавние громкие процессы над политиками, силовиками, по слухам, это как раз-таки вот подготовка почвы к благоприятной передаче власти. Что вы думаете об этом? Во-первых, Рахмон долго уже не решается передать власть сыну, хотя это сделали в Туркменистане, и в других местах, потому что он знает ситуацию как внутри страны, так и внутри семьи, и очень хорошо знает своего сына, поэтому он никак не может на это пойти сейчас. Я просто боюсь, что он обречен остаться президентом до конца жизни. И во-вторых... вот подождите, господин Кабири, почему он боится, не решается передать власть? Что происходит? Почему? Не уверен в своем сыне или в целом в политической ситуации, что Рустам Эмомали не сможет удержать власть после этого? Дело в том, что в Таджикистане Рахмон передает не только президентское кресло в наследстве сыну, он передает также в наследстве огромное количество проблем, которые он сам создал внутри страны. И он знает, что его сын он не может справиться с этими внутренними региональными проблемами. С одной стороны, Талибан, с которым Рахмон не ладит, с другой стороны, он создал такую атмосферу, такую ненависть по отношению к семье внутри страны, что просто боится, что сын не справится. Тем более, что уже растет новое поколение внутри семьи, уже внуки растут, и он... понимая все это, рассчитывает и думает, что он вынужден остаться до конца своей жизни. То есть ваш прогноз, что Эмомали Рахмон в конечном счете власть так и не передаст своему сыну и будет... Я думаю, что он не передаст, он оставит сына так официально на второй позиции, на всякий случай, если что-то со здоровьем, что-то случится. А так он до конца жизни, как Ислам Каримов, как и Туркменбаши, вынужден остаться у власти, потому что он понимает, что произошло с семьей Ислам Каримова после его ухода, что происходило с семьей Назарбаева вообще в Казахстане, и что происходит в Туркменистане, когда Бердимухамедов заменил Туркменбаши Ниязова. Поэтому он, я уже сказал, что обречен просто остаться до конца жизни президентом страны. Ну тогда с чем вы связываете вот эти аресты и недавно завершившийся суд над оппозиционерами, которым дали очень большие тюремные сроки? С чем вы это связываете, вот эти события? Но то, что вот произошло с так называемыми, они не были никогда оппозиционерами. Большинство из этих осужденных как раз были сторонниками самого Рахмона, но они отличались от других сторонников тем, что более-менее имели какое-то уважение среди населения, и тем более, вот, например, Саид Джафар Усмонзода, он иногда давал
интервью, хотя там и опять хвалил Рахмона. И Рахмон их наказал не потому, что они были оппозиционерами. Он дал таким образом понять населению, что любое мнение, альтернативное мнение в стране, оно не приветствуется. И более того, иногда может быть очень опасным. Например, то, что они сейчас не допустили к выборам международных наблюдателей, радио «Свобода» и так далее, это говорит о том, что власть боится любой альтернативного взгляда, и оно уже достигло пика диктатуры, и это все уже говорит о том, что после этого или Таджикистан превращается в Северную Корею, или второго Туркменистана, или народ берется за дело и поменяет власть. Другого выхода просто я не вижу. Господин Кабири, меньше минуты остается, если можно коротко последний вопрос задам. Какие у вас надежды и планы относительно политического будущего страны? Меньше минуты у нас. Знаете, то, что сейчас Трамп у власти, это хороший сигнал для таджикского народа, для народов Центральной Азии, что не надо надеяться на международные организации, на какие-то демократические силы. Надо самим взяться за дело, поменять власть, потому что это наша задача, это наше будущее. Я считаю, что, как бы мы ни говорили, что приход Трампа или вообще рост авторитаризма во всем мире, это работает против демократии, я считаю, что наоборот, сейчас как раз народы уже должны понимать, что мы должны действовать и надеяться только на самих себя. Это, считаю, что единственная надежда для наших народов, в том числе для таджиков. Ну что ж, большое спасибо вам за интервью. Я напомню, у нас в гостях был лидер оппозиционного национального альянса Таджикистана Мухиддин Кабири. Господин Кабири, еще раз благодарю вас за то, что нашли время поговорить с нами. Всего доброго и до свидания.